Давайте сегодня немного отвлечемся от юмора и ответим на вопросы, которые я вынес в заголовок. Почему бурятский язык находится на грани? Много копий сломано по этому вопросу, но ответ так и не дан. В то же время, для того, чтобы сформулировать ответ на этот вопрос, достаточно обратиться к наставлениям наших предков. Одно из них мы сегодня и рассмотрим. Давайте приступим. Итак, друзья, наставление выглядит так. Бурханда мурвыходо хэн ситхижи би хэн явагу гжигу. Али мени ури вы хэн яваг гжи ситхингуи харин хама камитан ху хэн яваг гжи зальваракты. Давайте мы переведем все это наставление. Итак, это наставление представляет из себя сложное предложение, внутри которого много придаточных предложений. Но давайте мы начнем с самого начала. Первое слово у нас бурханда, то есть бурхан, это мы знаем все, это Бог, Всевышний. Да, это окончание дательное местного падежа, то есть Богу. А вот это долгое А, это означает своему Богу, но не в смысле, конечно, что у каждого свой Бог, а в смысле, что Бог один, и Он для всех, для нас Отец, Он близок для нас, то есть Бурхам Бааве говорят, соответственно, здесь мы используем долгую А. Итак, мургахидо – это конструкция, образована от глагола с основной формой мурга, то есть молиться, а вот эта часть хайдо – это, как мы уже знаем, сокращение. То есть вся вместе эта конструкция представляет из себя сокращение из трех слов. Орунго мургахи сакта. То есть во время своей молитвы. Итак, бурханда мургахидо получается во время своей молитвы Богу. Идем дальше. Хэн ситхо ситхижи. Слово хэн тоже мы знаем, все означает хороший или хорошо. Ситху это помыслы. То есть не какие-то рациональные мысли, а именно внутренние помыслы, которые близки к душе. Итак, хорошие помыслы. Ситхижи – это однокоренное слово со словом ситху. Происходит это соединительное деепричастие, как мы помним. Вот это окончание «ж» – это показатель соединительного деепричастия. Так вот, оно происходит от глагола с основной формой ситху, то есть помышлять. И в данном случае ситхижи можно перевести как «помышляя». Мы помним, что соединительное деепричастие, оно связывает вот это действие ситхи с основным действием. Основным действием в данном во всем предложении будет зальбаракти. Зальбаракти – это форма повеления, обращенная ко второму лицу во множественном числе, то есть просите. Просите имеется в виду в данном случае в молитве. Итак, при этом ситхижи у нас противопоставляется вот с этим словом ситхингуй. Ситхингуй – это тоже деепричастие, образовано от того же глагола ситхи, только это слитное деепричастие ситхин. Слитное деепричастие ситхин с отрицанием гуй. Дело в том, что у соединительного деепричастия нет формы отрицания, и поэтому фактически ситхингуй в данном случае является отрицательной формой от ситхижи, они противопоставляются. Два вот этих сопутствующих основному действию зальбаракти действия противопоставляются друг другу. Каким образом? Итак, би хэн явагу, да? Би понятно, я, хэн в данном случае хорошо, а явагу, вот это окончание гу, которое добавилось к основной форме глагола ява, со значением ходить, ездить и так далее, но также со значением быть или жить. В данном случае ява употреблено в своем значении жить, а вот это гу, это она придает глаголу форму повеления, обращенного к самому себе. То есть явагу означает, чтобы я жил. Итак, бихэн явагу, чтобы я жил хорошо. Гжи, как мы помним, это вспомогательное слово, оно соединяет придаточное предложение с основной мыслью. В данном случае после слова гжи мы видим частицу гу, которая нам известна как
вопросительная частица, но бурятские частицы, они многозначны. В данном случае частица гу вместе со вспомогательным словом гж выражает форму порицания. То есть вот эта фраза би хэн яву, то есть чтобы я жил хорошо, она порицается путем вот этого словосочетания гжигу. Далее. Али это значит или, да? Мини это мой, уривые это парное слово, которое можно перевести как потомок, потомки, ребенок, дети, ну в данном случае дети. Хэн, опять же, хорошо, яблок. Вот это окончание г, это окончание формы повеления, обращенного уже к третьему лицу. То есть яблок пусть живут. То есть али мини уривые хэн яблок, или мои дети пусть хорошо живут. Опять же, вот это гж, это вспомогательное слово. В данном случае оно не переводится, оно отделяет вот эту прямую речь, да, то, что говорит человек, от слова сикхынгуй, которое можно перевести как не помышляя. Далее, харин это аналог союзного слова но в русском языке, хамак это все, амитан это живые существа, ху это также все. Вот это ху слово часто идет в паре со словом хамак все, баран все или болта все. В данном случае вот оно как раз идет в паре со словом хамак. Хэн, опять же, хорошо. Хэхэн это мы знаем как слово красивый, да, или красиво, но оно происходит, как мы видим, от слова хэн путем добавления уменьшительного суффикса хан. То есть в данном случае это парное слово хэн хэхэн, которое можно перевести как хорошо. Яблок мы уже знаем, пусть живут, да? Гж это соединительное слово, опять же. Оно часто отделяет прямую речь от основного глагола. Часто поэтому его можно перевести с помощью союзного слова что в русском языке. Но в данном случае мы его оставим без перевода, потому что здесь у нас в слове яблок уже есть чтобы. Итак, зальбаракты это просить, умолять, молиться. Но в данном случае имеется в виду молитесь. Теперь, друзья, давайте все вместе мы переведем. Итак, когда молитесь Богу, помышляя хорошие помыслы, пока буквально переводим, да, чтоб я хорошо жил, или чтобы мои дети хорошо жили, не помышляя так, но чтобы все живые существа жили хорошо, просите. Другими словами, молясь Богу, не просите для себя или для своих близких благ, а просите, чтобы все было хорошо у всех живых существ. А теперь, друзья, скажите мне только честно, как вы думаете, многие ли из нас сегодня, когда молятся, следуют этому завету наших предков? Или все-таки как раз в большинстве своем мы делаем то, что нам этим наставлением воспрещалось? То есть, чтобы я жил хорошо или чтобы мои дети жили хорошо. Ну, если говорить прямо, то большинство из нас все-таки молится за себя, за своих близких, за материальное благополучие, за здоровье, профессиональные, карьерные успехи и так далее. А теперь, друзья, каким же образом это связано с сегодняшним состоянием бурятского языка? Понятно, что та ситуация, в которой сегодня находится бурятский язык, она связана с той системой ценностей, которую мы на сегодня исповедуем. То есть в нашей системе ценностей родной бурятский язык уступает по приоритетности английскому, любым другим языкам, которые могут принести в будущем какую-то конкретную выгоду в виде профессионального успеха чаще всего. То есть причина в неверной системе ценностей. В то же время система ценностей, она не берется ниоткуда, не берется из воздуха. Система ценностей определяется нашим мировоззрением, то есть нашими взглядами на окружающий мир, то есть на окружающее мироустройство. Вопросы мироустройства, на них наука ответа не дает. Как говорил Шекспир,
есть многое на свете друг Горацио, что недоступно нашим мудрецам. Единственный источник знаний о мироустройстве – это религия. И, соответственно, мировоззрение формируется нашими религиозными взглядами. А квинтэссенцией наших религиозных взглядов является молитва, то есть то, о чем мы просим или говорим в молитве. Соответственно, если в молитве мы говорим, чтобы я жил хорошо и чтобы мои близкие жили хорошо, мы формируем систему ценностей, которая направлена на получение, на удовлетворение собственных потребностей. Таким образом формируется потребительская система ценностей. Из нее уже исходит то отношение к родному бурятскому языку, которое у нас есть на сегодня. Таким образом, для того, чтобы переломить и исправить к лучшему ситуацию с бурятским языком, нужно работать с причиной этого. А причина этого как раз вот хорошо описана в этом наставлении наших предков. Итак, друзья, сегодня мы с вами не только рассмотрели достаточно сложное бурятское предложение, но и убедились с вами в том, как знание бурятского языка расширяет кругозор и позволяет ответить на самые сложные вопросы. Следуйте заветам предков, осваивайте бурятский язык. Дахим узатра байте.